Так, добрый день, дорогие зрители. Сегодня я буду рассказывать про тепловую защиту каркасно-монолитных зданий со свайными фундаментами. Коротко я остановлюсь на климатических условиях строительства зданий Якутии. Ну, как вы знаете, территория Республики Республики Саха-Якутия находится обширная территория, занимает 1/5 часть Российской Федерации и более 3 миллионов квадратных километров. Да? Естественно, здесь самые суровые климатические условия, ну, наверное, во всем мире. Да. Ну, например, да, количество дней наружного воздуха ниже минус 40 градусов, центральной части Якутии составляет 50-60 дней, в арктических районах более 60 дней. Да. Отрадно заметить, что здесь вся территория она расположена на территории с многолетними мерзлыми грунтами. И, естественно, мерзлота достигает здесь до 300 метров. Значит, в этих условиях сегодня резко развивается, в принципе, строительство многоквартирных жилых домов, а именно в городе Якутске. Да. Если обратите внимание здесь на распределение домов по этажам, в основном сегодня строятся 13-16-этажные дома. Да. И конструктивный тип здания – это в первую очередь каркасно-монолитные здания. Да. Поэтому я здесь буду коротко останавливаться именно на тепловой защите каркасно-монолитных зданий. Да. Значит, основные требования, да, какие? В принципе, в нормативном документе свод правил 50.13.330 регламентируется в первую очередь, конечно, требования по тепловой защите, исходя из градуса суток отопительного периода. Здесь приведены некоторые характеристики. Например, для города Якутска она составляет более 10 тысяч. Для Тикси уже 12 500. Если сравнивать с Москвой, то это практически 2-3 раза даже выше по характеристикам ГСОП, градус сутки отопительного периода. Соответственно, с этим ГСОП, естественно, требуемое значение расчетного сопротивления, приведенного сопротивления теплопередачи составляет высокие значения. Но для ГСОП, как я говорил, более 10 тысяч, например, для стен она составляет 4,9 метра квадратных градус, деленное на ватт. Соответственно, в этих условиях приходится применять именно эффективные теплоизоляционные материалы. В первую очередь, например, такие как минераловатные плиты, пенополистирольные плиты. И здесь показана некоторая конструкция, да, ну, здесь наиболее распространенная конструкция стенового ограждения, да, которая состоит из основы. В качестве основы у нас применяется, например, кладка из мелких бетонных блоков, к которому крепится, естественно, минераловатные плиты. Для города Якутска она составляет, например, толщину 200 миллиметров. Мы проводили натурные обследования многоквартирных зданий, в частности 16-этажных зданий, например, да, по улице Тургенева. Здесь мы определили некоторые нарушения тепловой защиты именно в части сокольного перекрытия. На данном слайде, например, приведены материалы обследования при температуре наружного воздуха минус 44 градуса, например. Да. Здесь, например, особенно проблемные участки выявлены именно в сокольной части угловых зонах зданий. Да. Например, здесь на этом слайде показана угловая зона, где температура составляет всего 0,9 градусов или 1,5 градуса. Да. Результаты расчета именно подтверждают, что при тепловом решении именно на полу между колонной и между наружной стеной, например, температура составляет всего 7 градусов. Это что ниже, чем точка Расселя. Второй пример, да, здесь также по улице Кандашвили, это недавно построенный дом, введенный в 2020 году. Да. Здесь также были обнаружены участки с нарушением тепловой защиты, например, опять-таки наружные углы зданий. Здесь показывают вот в наружном угле, например, температура при температуре наружного воздуха минус 47 градусов составляет всего плюс 1,4 градуса, что гораздо ниже, чем точка Расселя. Ниже приведены результаты расчета при температуре наружного воздуха, при котором были проведены обследования, натурные обследования. И также было установлено, что действительно при таком тепловом решении температура составляет всего плюс 2 градуса, когда температура точка РС составляет плюс 10,7 градусов. Да. Здесь огромное влияние, естественно, оказывают мостики холода.
Как вы понимаете, при 16-этажном доме, например, по проекту сечение колонны получается довольно массивным. Например, в данном случае здесь сечение колонны составляет 0,2 на метр шестьдесят. На метр шестьдесят. Это достаточно массивная колонна, и которая опирается именно на ростверк, массивный ростверк шириной, например, 2,5 метра, высотой не менее 1,2 метра. Естественно, вот это такое конструктивное решение, да, несущей конструкции приводит к возникновению, конечно, мостиков холода. Да. Значит, здесь приведены типовые решения, да, которые применяют обычно проектировщики при проектировании, например, 16-этажных зданий, 9-этажных зданий и так далее. Это стандартное решение, как я говорил. Обычно под колонну проектируются кусты свай, на которые опирается ростверк, да, и далее опирается массивная колонна. В данном случае показана массивная колонна, например, сечением 600 на 600. Да. Естественно, здесь возникает прямой мостик холода, состоящий из, например, из ростверка, из плиты сокольного перекрытия, да, колонны. Ну и, соответственно, при расчетной температуре наиболее холодной пятидневки, минус 52 градуса, температура на рядовом участке, например, составляет плюс 55,9, да, 59 градусов. Да, это что гораздо ниже, чем точка росы, да, температура точки росы. Да. То есть, если проще говоря, здесь в зимний период будет возникать некоторые наледи, скажем так. Да. То же самое здесь для углового участка провели расчет, и здесь температура всего составляет минус 1,5 градуса даже, что опять-таки гораздо ниже, чем температура точки росы. Да. Какие причины? Это в первую очередь, конечно, наличие объемных мостиков холода. Да. Это объемный мостик холода, состоящий, здесь вот стрелками синими показано, прямой мостик холода. Да. Это в первую очередь, конечно же, бетонный ростверк, колонна, плита перекрытия с балкой и кладки из мелких бетонных камней. Да. У них коэффициент теплопроводности для сравнения, да, я вот скажу, для железобетонной конструкции 1,92 Вт, деленное на метр квадратный градус. Да. Если взять теплоизоляционный материал, например, ту же самую минплиту, плотностью, например, порядка 100-120 килограммов на метр кубе, то лямбда у минераловатной плиты составляет всего 0,042. Да. То есть это получается действительно теплопроводный материал. Да. Значит, далее идет вторая причина. Это, конечно, это массивный ростверк. Да. Вот обратите внимание, да. Минимальная, например, ширина ростверка при наличии, при установке, например, 2 или 4 свай, она составляет 1,80 м, а высота составляет 1,20 м. Да. Естественно, такой массивный ростверк в зимний период служит аккумулятором холода. Да. Значит, ну и, естественно, следующая причина – это инфильтрация, высокая инфильтрация воздуха. Да. Вот обратите внимание, да, здесь приведены вот как раз, значит, распределение, значит, давление воздуха на внутреннюю и внешнюю поверхность ограждающей конструкции. Если, например, для 9-этажного дома составляет порядка 50 паскаль, то для 16-этажного это составляет 90 паскаль. Город, например, жители Якутска это же особенно чувствуют зимний период, январе-декабре, когда очень сложно открывать, например, дверь подъезда. Мы предлагаем следующее энергоэффективное решение именно в части сокольного перекрытия каркасно-монолитных зданий. В первую очередь, это, конечно, применение терморазрыва между ростверком и сокольным перекрытием. Здесь показаны два варианта решения. Первый вариант – это сочетание с применением внутренней теплоизоляции сокольного перекрытия, но при этом опять-таки отсекается кладка из мелких бетонных блоков с помощью, значит, термовкладыша. Да. В данном случае, например, экструдированных пенополистирольных блоков. Да. Во втором случае вообще предлагается наружная теплоизоляция. Да. Но в обоих случаях, конечно, обеспечивается в первую очередь это обеспечение неразрывности теплозащитной оболочки, что очень хорошо сказывается именно на тепловой защите здания. Да. Второе, это, естественно, уменьшение тепловых потерь. И последующее мы рассмотрим для некоторых узлов. Да. Здесь для сравнения приведены, например, вот первым пунктом показано теплотехнические характеристики для типового узла, да, и ниже показано два варианта узла, например, для крайней колонны, да, для колонны крайних осей.
В данном случае, например, при наружной теплоизоляции, например, снижение теплопотерь достигается 20%. То температура, например, повышается на 112 градусов. Если для теплового узла составляла всего 5 градусов, здесь составляет порядка 12 градусов. Да. Вот для самого проблемного узла, для угловой зоны каркасно-монолитных зданий, здесь опять-таки вот эти характеристики значительно улучшаются. Например, тепловые потери снижаются на 33%, да, а температура повышается на 300%. Ну, скажем так, становится более-менее на порядок выше, 4,8 градусов, например, вместо минус 1,5. Да. Ну и для среднего узла, для колонны средних осей, например, да, опять-таки снижение теплопотерь мы достигаем до 42%. Да. Температура здесь значительно повышается практически 2 раза, до плюс 14,11 градусов. И сегодня вот эти решения применяются именно группе компании СЕТТ. Здесь показаны фотографии, вот, которые строятся сегодня по улице Уткина. Здесь мы применили два варианта. Да. Вот в первом варианте это внутренняя теплоизоляция, показана фотография, где действительно отсекается, например, с помощью полистирол-бетонных блоков, кладка из бетонных блоков от цокольного перекрытия. Ну и далее приведены фотографии как раз устройства терморазрыва между железобетонным ростверком и цокольным перекрытием. Да. И мы должны в дальнейшем на этих объектах проводить натурное наблюдение за нашими решениями, да, оценить действительно эффективность наших решений, ну и в последующем будут разработаны рекомендации. Таким образом, у нас в городе Якутске именно в северных условиях решается тепловая защита каркасно-монолитных зданий. Спасибо за внимание.